Беларусь, за твоих дочок и сынов, ка была помеж нами любовь, я молюся до Бога и прошу. Хай прийде до Тебе Божие Слово, хай сиде на Тебе, Божия радость войде в наши сердце. Да Бога любовь и доброта, Христова любовь, и хоть тяжкие дни існують, і шмат злого есть між людьми, Божа край наш прошу, не покинь, заховай от несчастья и греху. Хай прийде до Тебе Божие Слово, хай сиде на Тебе, Божия радость войде в наши сердца. Да Бога любовь и доброта, Христова любовь, хай прийде до Тебе, Божие Слово, хай сиде на Тебе, Божия радость войде в наши сердца. Да Бога любовь и доброта, Христова любовь. Благослови Царство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Упокой, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За упокой, возвышение, избавление душ наших, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За супокой на всем свете, добрый стан святых Божьих церквах и соединению всех, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За эту святую церкву, и ты, что с верою, пошану и страхом Божьим выходя сие, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За святого отца нашего сусветного епископа Франтишка, Папы Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, подшествных святоров, диаконов Христе, все духовенство и людей, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За Богом, стероженную крайну нашу Беларусь, за урад належную лады и войска, и увесь белорусский народ за стойкостью веры и мужностью в выпробованиях, и верность своему народу всех нас, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За эти город, за все города и краины, и за верных людей, что живут, и Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За доброе надворье, богатый урожай плодов земных, и за часы спокойные, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За подорожников поморы земли и поветры, за недужих ты, что терпит, за
возневоленных избавлений их, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заслугу Божию Катерину, за благословенный супокоение, и копье, и были пробачены все провины вольные и межвольные, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Копье и ста себе засуджение на страшном суде Христовым, и как душа ее снайшла притулок у свете живых, и вместе светлым и радостным, где все святые спочивают, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбраться до всякого гневу, сумму и недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, жалься, избавь, стиражи нас, Божа, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши на святую, сочувственную, благословенную, славную дарку нашу Богородицу, и за всюду Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и все житию наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. О Тебе належится всякая слава, пошана и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благословенный Ты, Господи, благослови душа моя Господа, и все нутро мое хай славит Тебя, святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забываю всех добродействов Его, начищаю себя шествы Твои, и оздоровляя все немочи Твои. Щедрый Бог и милосердный, долготерпеливый, богатый на ласку, благослови душа моя Господа, и все нутро мое хай славит Тебя, святое Его. Благословенный Ты, Господи. Еще успокой Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, жалься, избавь, стиражи нас, Божа, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши на святую, сочувственную, благословенную, славную подарку нашу Богородицу, и за всюду Деву Марию и всех святых, сами себе один одного, и всю житию наша Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Бог Твоя, есть держава Твоя, владарство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Хвали душа моя Господа, разу все життя мое буду хвалить Господа, буду в песнях славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду на веки веков. Аминь. Одинородный Сыне и Слово Бога, Ты несмяродный, деля нашего избавления захотел принять тело, а Святое Богородице и завсюду Девы Марии, и не зазнавши измены стався человеком. Ты был крыжован и Христе Божий, смертью снищивший смерть, будучи одним со Святой Троицы, родным славы Отцу и Святому Духу, звал нас, звал.
покое Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избавься, режи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Успомянувши на святую, сочистую, благословенную, славную владарку нашу Богородицу и за всюду Деву Марию и всех святых, сами себе и один одного и всю жизнь наша Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот и добрый человеколюбный Бог, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Во Царстве Твоим успомни нас, Господи, счастливые Богия Духа, бо их слава дарство небесное, счастливые тыя, что тужат, бояны сутешатся, счастливые тия, бояны отрымают успадшину землю, счастливые тыя, что мают голод и смагу справедливости, бояны насытятся, счастливые милосердия, бояны зверают милость, счастливые чистые сердцем, бояны бачать Бога, счастливые миротворцы, бояны будут зваться сынами Божьими, счастливые тыя, кого проследуют за правду, бо их благодарство небесное, счастливые выкали воскрылся и проследуют, и кажут всякую неправду на возделяне. Радуйтесь и тешьтесь, Бог нагорода ваша в небе великая. Мудрость, устаньте. Придите, поклонимся и припадем до Христа, Сыне Божий, что воскрес мертвых, сбав нас, якия пяем Тебе. Аллилуйя, аллилуйя.
потешится в Твоему воскресении, и все концы света радостно святкуют. Твою ж мать милосердный из мертвых стане. Теперь и завсюди на веки веков. Аминь. Опекунка христиан бездокорная, ходатайца до Творца незаменная, и погоди молениями грешников, алиях добрая, спешно приди на подмогу нам, яке кличам Тебе доверливо, пашу хутко молитвы, отгукнися на просьбы Богородица, надійная заступница тих, что шануют Тебе. Вот и святый Боже наш, Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, сжалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, сжалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, сжалься над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди на веки веков. Аминь. Святый несмяротный, сжалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, сжалься над нами. Будьмо уважния, мир усім. И Твоему Духу. Мудрость. Прокимен, виконуйте обіцяння, дадене Господу Богу нашому. Виконуйте обязания, даденные Господу Богу нашему. Бог відомий у Юдеї, у Ізраїлі велике ім'я Його. Виконуйте обязания, даденные Господу Богу нашему. Виконуйте обіцяння, Даденные Господу Богу нашему. Мудрость читания. Послание святого апостола Павла до Тимофея слухаймо уважливо. Люби сині, правдиве где слово і варте всілякої уваги. Бо дзеля гэтага мы працуем і змагаемся, таму што спадзяемся на Бога жывога, збаўцу ўсіх людзей, асабліва веруючых. Загадвай гэта і гэтаму навучай. Нехай ніхто не пагарджае тваёй маладосцю, але стань для верных узорам у слове, паводзінах любові веры,
и беззаганности. Покуль приду, займися читанием Писания, захвошванием и навушанием. Не замет Богу и дар, який есть у Тебе, и який был даденый Тебе проспорство и складание рук коллегии презбитеров. А в гэтым клопотися, у гэтым трывай, как твой поступ был видовошен для всех. Зважай на себе и навучание, заставайся в гэтым, робишь и так, и самого себе спавишь и тых, кто слухает тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Придите, будем радостно славить Господа, будем гаять Богу, Избавителю нашему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Станем з удячністю перед обличчям Ягоним, у піснях уславим Його. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость устаньте, будем слухать Святое Евангелие. Мир усім. И Твоему духу. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухайма важливо. У той час проходил Иисус праз Єрихон, і вось чоловік, званий ім'ям Закхей, який був начальник митників і був багатий. Імкнувся убачить Ісуса, хто ён, але не мог за натовпу, бо був малий ростом. І, забегши наперад, узлез на смаконіцу, каб убачить яго, бо ён павінен быў там праходзіць. І калі прыйшоў Ісус на гэтае месца, то, паглядзеўшы, убачыў яго і сказаў яму: «Захэй, злазь хутчэй, бо сёння ў доме тваім належыць мне быць». І той паспешна злез і прыняў яго з радасцю. І ўсе, убачыўшы гэта, наракалі, кажучы: «Да грэшнага чалавека зайшоў ён». Захэй жа, устаўшы, сказаў Господу: «Вось палову маёмасці маёй, Господзе, я дам убогім. І калі каго ў чым ашукаў, аддам у 4 разы больш». Сказаў яму Ісус: «Сёння настала збаўленне дому гэтаму таму, што і ён сын Авраамаў, бо сын чалавечы прыйшоў, каб знайсці і збавіць тое, што загінула». Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Ісусу Христу! Дорогие браты, сестры, сябры, як вы ўжо і пачулі, а яшчэ і раней здагадаліся, героем наших сённяшніх разважанняў з'яўляецца асоба Захея. І калі мы чытаем Евангелие пра Захея на літургіі, то гэта знак таго, што збліжаецца перад посце. Ужо ў наступную нядзелю распачынаецца гэты перыяд, калі мы рыхтуемся да Вялікага посту. А гэта значыць, што неўзабаве і пост вялікі распачнецца. Але ўсё ж такі да гэтага моманту маем некаторы час. І вось якраз сёння, каб падрыхтавацца да падрыхтоўкі, мы разважаем гэта Евангелие. Але чаму? Чым нам цікава гэтая асоба?
Мы вельмі добра знаёмыя з Закхеем, мы вельмі часта пра яго разважалі. І ведаем, што гэта быў, калі параўноўваць тыя часы з нашымі, то ён займаў пасаду такога чыноўніка, можна было б сказаць, фіндырэктара, які збіраў налогі са свайго народу, але на карысць акупантаў, рымлянаў. І вядома, што такая пасада не цешылася нейкай асаблівай павагай сярод яго суайчыннікаў. Яго, мякка кажучы, не любілі, а тым больш ён быў начальнікам такіх самых фіндырэктараў, як ён. І ведаем, што вельмі часта такія сур'ёзныя пасады, яны звязаныя з карупцыяй. І упрост пра гэта Евангелие не гаворыць, але мы можам здагадвацца, што ён быў чалавек багаты і, напэўна, дазваляў сабе на некаторыя, скажам так, перабольшванні, якія дазволілі яму якраз гэтае збагацце назбіраць і мець дом неблагі. Але паглядзіце, з аднаго боку гэта быў багаты чалавек, забяспечаны, рэалізаваны ў нейкім сэнсе, а з другога боку штосьці нуртавала яго, нешта яму не давала супакою. Бо як тады патлумачыць той факт, што ён маленькага росту, гэта значыць, што ён быў не вельмі прыгожы, мабыць. І гэты непрыгожы чалавек, вельмі добра знаны як чыноўнік у сваёй аколіцы, ён узбіраецца на дрэва, што, канешне, і цяпер гучыць камічна, а ў тыя часы, думаю, гэта і гучала і выглядала не менш камічна, чым цяпер. Аднак ён не баіцца таго, што з яго будзе смяяцца людзі, але робіць гэта, хочучы пабачыць Ісуса. Гэтая ўнутраная пустка, нейкі ўнутраны недахоп яму не даюць супакою. Ён хоча пабачыць таго чалавека, пра якога так кажуць паўсюль, што ён расказвае пра Бога праўдзіва. І паглядзіце, гэты Закхей фактычна вобраз кожнага з нас, бо насамрэч кожны з нас мае такі, скажам так, разлад унутры сябе. Разлад, такую двойственнасць, можна сказаць. І вельмі часта так бывае ў жыцці некаторых людзей, што маюць дом, але не маюць сям'і. Могуць заплаціць у гасцініцы за ложак, але не маюць сну. Маюць добрыя кніжкі, але не маюць мудрасці. Маюць доктарскія ступені, але розуму не маюць. І вось такі разлом сёння Ісус пераадольвае. Не без дапамогі, вядома, Закхея, які зрабіў свой крок, які усведаміў сваю такую падвойнасць, свой разлад, які уваходзіць на гэтае дрэва. І менавіта там, на гэтым дрэве, заўважае яго Ісус і кажа: «Злазь хутчэй, сёння я хачу быць у тваім доме». Дарагія сябры, сёння молімся пра тое, каб вялікае жаданне убачыць Ісуса Хрыста пераадолела той разлом, разлад, які мы маем у
наших сэрцах, у нашых душах, у нашым грамадстве. Каб Господ даў неабходныя сілы і ласкі ўжо тут і цяпер. Амін. Скажем все разом, все души, все думки наши, скажем. Господи, смилуйся. Господи, всемогутный Боже, Отцов наших, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся. Смилуйся над нами, Боже, по воде Твоей великой милосердности, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Дальше молимся за святого отца нашего, сусветного епископа Франтишка, папу римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего, архимандрита Сергея, и всех у Христе братов наших. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Дальше молимся за Богом, стороженную краину нашу Беларусь, за враг наежную лад и войско, и весь белорусский народ, за стойкостью веры и мужностью в выпробованиях, и верность своему народу сих нас. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Дальше молимся за братов наших, святорого, диаконов и монахов, и всех братов и сестр наших у Христе. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Дальше молимся за годных памяти, за основальников этой святой церкви, за всех ранее дошедших отцов и братов наших, які тут и на кожном іншому місці спочивають. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Дальше молимся за все человечество, яко терпит причины поширения пандемии, за всех беспомощных и раскупленных, за хворых, и за тех, кто отдано им служит. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Дальше молимся за доброшинцев этой святой церкви, за тех, что приносят дары працюють і співають її, і за всіх тут присутних людей, які чекають тебе багаття Твоєго змилування. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Вот и милостивый, человеколюбный Бог, и Тебе слава даем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Смилуйся над нами, Боже, по воле Твоей великой милосердности, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Боже, духов и всякого телесного створения, что завоевал смерть, и явно перемог и даровался свету Твоему житью, супокой душу заснула и слухи Твоей, Катерины, вместе светлым, вместе радостным, вместе спокойным. Зима нема, ни боли, ни суму, ни плашу, всякую крайнюю сробленную, ей словом ушитую думку, Ты добрый и человеколюбный Бог, пробашь. Ей, помимо живого человека, николи не будет, який не сгрешил, Ты один и только без греху, справедливость Твоя, справедливость навеки, и слово Твое правда. Вот и воскресение, житё, и супокой заснули слуги Твои, Катерины, Христе Боже наш. И мы Тебе славу отдаем разом за грешным Твоим Отцом Иисусе, святым, добрым, животворшим Твоим Духом, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Супокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, збав, и стережи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Мудрость, как мы, будучи завсёды подоховывая Твои могутные лады, Тебе славу отдавали, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков.
біскупа Францішка Папу Римського, достойного архипастора Леонарда Боголюбного, владыку нашего архимандрита Сергея, пошествных святород, диаконов Христе, все духовенство, Бога, стиражоную країну нашу Беларусю, рад належной улады, засновальников и доброчинцев этой святой церкви, вас и всех правоверных христианов, а исполнить Господь Бог у своей владарстве на все часы теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Дополним молитву нашу Господу. Господи, смилуйся. За принесенные божественные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. Милосердностью одинородного Сына Твоего, с яким благословен Ты, и Твой все святый, добрый, животворчий Дух, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мир усим и Твоему Духу. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына и Святого Духа, Троицу одиносудную и нераздельную. Делит веры мудрости, будь уважнее. Веру в единого Бога Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, бачного всего и небачного, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, от Отца народженного перед всеми веками, светло от светла, правдивого Бога от правдивого Бога, народженного, неоспоренного, одиносудного Зайцом, против якого все стало быть. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, принял тело от Духа Святого и Марии Девы, и стался человеком, был укрижован за нас при Понском Пилате, терпел и был похован, и на третий день воскрес згодно с Писаниями, и взошел на небо, и сидит по правой руке Отца, и снова придет в славе судить живых и мертвых, и якому владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Господа Животворчего, яке от Отца походить, якому належится поклонение и слава разом за Отцом и Сыном, який говорил про пророков, в единую святую повсюдную апостольскую церковь, вызнаю один и кровь для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станем добро, станем со страхом уважливо, святое верование в мир и приносит. Да миру офряну хвалы. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и супольность Святого Духа, хай будут со всеми вами. И с Духом
наши. Мы узняли на Господа. Подякуем Господу. Годно и справедливо есть поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосутной нераздельной. В делях этого дякуем Тебе, и Твоему одинородному Сыну и Духу Твоему Святому. Дякуем за все добродействия, ведомые и неведомые, явные и тайные, якими Ты нас обдарил. Дякуем Тебе за эту службу, якую Ты захотел ласкаво принять з наших рук. Хоть перед Тобой стоять великие множества арханьолов, безліч аньолов, херувимы, серафимы, шестикрылые шматвоки, які, узнявшися высоко на крылах, вероможную песню пьют, ускликаючи, припяваючи и кажучи: Святый, 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 Господь сил, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышиях, благословенный Той, кто приходит у имя Господняе. Хосанна на вышиях. С гэтыми благословенными силами человеколюбную владару, и мы ускликаем кажучи: Святый все святый Ты, единородный Твой Сын и Дух Твой Святый, святый все святый Ты и великая хвала Твоя. Ты так полюбил Твой свет, что Сына Твоего единородного послал ко кожным, кто верит в Его, не загинул, але имел життя вечное. И Он пришелший, исполнивший весь кровь для нас, множу, якую Его выдали, а Богу шикали Он сам отдал себе за життю свету, узял хлеб у свои святые, вся чистые, безвинные руки, и отдавши подяку, поблагословивши, освятивши и разломавши его, дал святым своим пушным апостолам, кажучи: «Берите, ешьте, это тело мое, что за вас ломится для отпущения грехов». Так само чашу после вечери кажучи: «Пейте, з'яєвся, это кровь моя нового заповету, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов». Мы ж памятуючи это избавление заповеты, все, что для нас дарилось, крыша похования, воскресение на третий день, заход на небо, сидение по правой руце, другое и славное прыстие. Приносим Тебе Твоє от Твоих, дел всех и за все. Тебе хвалим, Тебе прославляем, Тебе дякуем, Господи, и молимся, и
нас объешь. Вспомни, Господи, святого отца нашего сосветного епископа, Франтишка, Папу Римского и достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего, архимандрита Сергея, заховай для святых твоих церквов, усупокой целости, доброй славе, здоровье и долголетие, как яны могли верно научать нас словом Твоей правды. И дай нам одними устными, единым сердцем, славить и хвалять Твое божественное, веришь в имя Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Нехай будут с милости великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа со всеми вами. И с Духом Твоим. Вспомнивши всех святых, еще с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. За принесенные свяженные божественные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. Раб человеколюбный Бог наш, принявших на свой святый небесный духовный хлябник, ягодный слово и духовяность духовную, послал нам взамен свою Божскую ласку и дар Святого Духа. Помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться от всякого гнева, суммы и недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться, заступись, жалься, избавь, стиражи нас Божией ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Как бы весь этот день был досконалый, святый, мирный, безгрешный, Господа просим. Дай нам, Господи. Дай спокой, верного наставника, опекуна души тела наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Пробачение, отпущение грехов и провинам наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Всего, что доброе и корыстное для душ наших, и супокой для свету, Господа просим. Дай нам, Господи. Как в дальнейшем жития нашего, супокой и покаяние провести, Господа просим. Дай нам, Господи. Христианского конца життя нашего, безбольника, бездокорного, спокойного и доброго отказу на страшном суде Христовым просим. Дай нам, Господи. Попросивши единства веры и супольности Духа Святого, сами себе один одного и все житию наше Христу Богу отдай нам. Дай, Господи. Изради нас достойными водою, за полным довером и без осуждения, смей звертаться до Тебе, Бога Небесного, и отдайся и казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не овозь нас в спокусу, але избав нас от злого. Вот Твое владарство, силы и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюды, и на веки веков. Аминь. Мир усим. И Твоему Духу. Головы ваши Господу схилите. Тебе, Господи. Дай, Господи, с небесов на Ты, что схилили головы свои перед Тобой, мы не схилили их перед телом и кровью, а не перед Тобой всемогутным Богом. И пусть свою дару принесены тут дары, всем порну раздай кожному по воде потребы, будь сподарожниками помолы земли, поветры, оздорові хворих, лекаров, душ и тела. Лаской, милосердностью и человеколюбством одинородного Сына Твоего, с яким благословен Ты, и Твой все святый, добрый, животворчий Дух, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь.
Будьмо уважливые, святые речи для святых. Один святый, один Господь, Иисус Христос, на славу Бога Отца. Аминь. Хвалите Господа с небесов, хвалите Его на вышинях. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Віру, Господи, і визнаю, що Ти справді Христос, Син Бога Живого, що прийшов на світ збавить грешників, серед яких я самий перший. Вірю так само, що це справді Твоє святое тіло і почесная кров. Молюся Тобі, жалься надо мною, і даруй мені мої провини вольні і міжвольні, які я зробив словом і учинком, свядомо і несвядомо. І дай мені без осуждения прийняти Твої святые тайни для відпущення грехов і життя вічного. Зроби мене сьогодні, Сині Божий, удільником Твоєї тайної вечери. Я не здражу ворогам Твоєї тайни і не дам поцілунку, як Юда, але як разбойник визнаю Тебе. Успомни мене, Господи, у Твоїм владарстві. Нехай прийняття святих Твоїх тайну буде мені на суть осуждення, але для оздоровлення душі і тіла. Со страхом Божьим, верою и любовью подыходься. Благословенный той, кто приходит в имя Господне. Господь Бог ее явился нам. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте креницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Христова сердца, для нас открытое. Христова сердца, для нас открытое. Збав, Боже, людей Твоих и благослови набыток Твой. Мы бачили правдивое святло, приняли Духа Небесного, зашли веру правдивую, поклоняемся нераздельной Троице, Бога нас избавила. Благословенный Бог наш, на все часы, теперь и завсёды, на веки веков. Аминь. Хай наши Устны будут полные хвалы Твоей, Господи, как нам перед славу Твою. Вот Ты зробил нас достойными быть удельниками святых Твоих боских, несмиротных и животворчих тайнов. Заховай нас у Твоей святости, как нам весь день научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, ваши боски, святые, все чистые, несмиротные, небесные, животворчие, страшные Христовые тайны, достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, сбав, стережи нас, Боже, лаской Твоюю. Господи, смилуйся. Попросивши, как бы Ты весь день был досконалый, святый, мирный, безгрешный, сами себе один одного, и все житию наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот, если чини наши, Тебе слава отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Пойдем с миром. О, имя Господне. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, и благословляешь Ты, что благословляет Тебе, освящаешь Ты, что ускладает на себе надею, избав людей Твоих, и благослови набыток Твой. Заховай целости церкву Твою, если Ты, что любить красу дому Твоего. Ты их услал Твою Боску, силою не покинь нас, и сподеемся на Тебе. Даруй спокой всему свету, церквам Твоим, нашему белорусскому народу, належному ладому нашему и всем людям Твоим, Богу, всякое доброе дарение. Дар досконалый заходит сгорять Тебя, лица светла, и мы Тебе славу, подяку, поклонение отдаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Сусветный владару, спрадвечный Боже, Ты весь свет створил и законы для всего установил, кожному место призначил, а род людский так без конца полюбил, что Сына Своего Одинородного послал на землю. Как все слухали ягоную науку и идущие следом, за ему вошли в Твое небесное владарство. Мы, дети белорусского народу, як могли слухались Твоих загадов, але деле человечей слабости, часто падали, изневажали Тебе своими грехами. Теперь молим Тебе щиро, даруй нам наши провины, нашу недбайность в относинах до себе и до інших. Даруй так само тым, кто кривдил нас, изневажал, брони нас от кривды ворожия, и дай нам и ворогам нашим духа соправдной христианской любови. Дай нам едность веры, згоду в громадским и семейным житті, загаї наші особистые народные раны души, які мы сами себе вчинили, або от неприятеля отримали. У нашем штоденном житті освяти наш розум,
Твоим евангельским святлом, как мы, захоўваючы Твои приказания, перамаглі все тяжкости и терпения, и завсёды Тебе благословляли, пошли белорусскому народу ахвярных слухов своих, якія праведным, сумленным и мудрым жыццём и дзейнасцю вялі б яго да лепшай долі. Дай нам святое духовенство, благослови наши семьи, как у кожнай з іх. Дбалы бацька и ахвярная маці, злучаны шчырай святой любов'ю, выхоўвалі Табе на славу, а бацькаўшчыне на карысць сваіх дзетак, асаблівую ласку дай моладзі, каб яна атрымала глыбокае хрысціянскае ўзгадаванне і вырасла на карысных сыноў і дачок свайго народу. Благослови наши дачасныя дастаткі, не дай гінуць марна тым талентам, якія Ты пасылаеш у наш народ, але дай ім свабодна развівацца і закрасавацца Табе на славу і всякому людству на карысць. Благослови працу селянаў на ролі работников на фабриках, ученых, письменников, мастаков, каб з іх недапамогай беларускі народ мог разумна и прыгожа жить и развиваться. Тебе, вся чистая Богородица и наша Небесная Матерь, просим, покрый нашу краину Твоим святым покрывом, и будь нашей опекункой и заступницей, и Ты, святая Ефросинья, осветница Беларуси и все святые заступники белорусского народу. Молитесь за нас неспынно, как мы стались народом святым, які выконвае волю Божию и свое посланство, и как мы унесли свой уклад у агульное добро тут на земле, а у прыжшым жыцці атрымалі вечное счастье и неспынно отдавали славу, пошану и поклонение Богу у Тройцы Одиному Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Господне, благословенное теперь до веку, хай будет имя Господне, благословенное теперь до веку, хай будет имя Господне, благословенное теперь до веку. Благословение Господне, хай буде на вас ласку, Его и человеколюбство на все часы, теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Божа, надея наша слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Отче, благослови. Христос, правдивый Бог наш, який воскрес из мертвых, молитвами всечистой своей Матери, святых славных и годных похвала апостола, меж святыми отца нашего Яна Златоустного, арцебископа Константинопольского, молитвами святого Язафата, арцебископа Полоцкого, и молитвами почестного Антония Великого, молитвами святых славных и родных апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, меж святыми отцем нашего Кирилла, бископа Турусского, святой Матери нашей Ефросинии Полоцкой, светницы Беларуси, и всех святых заступников белорусского народу, молитвами святых и праведных Бога, Отцов, Якима и Ганна, и всех святых, хай змилуется над нами, спавит нас, будем добрый человеколюбец. Аминь. Могу Ты, Боже, владарству света, великих солнцем и сердц малых, над Белорусью
Слава Тебе, Боже! Дякую Тебе, Господи, Боже мой, что Ты не откинул меня грешного, але полечил достойным быть удельником Твоих святостей. Дякую Тебе, что Ты удостоил меня принять Твои святые дары, але человеколюбную владару, что для нас помер и воскрес, и даровал нам это страшные животворчие тайны, для добра и освящения души и тела. Дай, как они были мне для оздоровления души и тела, для прогнания всякого супротивника, для просветления овощей сердца моего, для супокоя душевных моих сил, для веры непохисной, для щирой любови, для исполнения мудрости, для захования Твоих заповедов, для полечения Твоей плоской ласки и для сомнения владарства Твоего. Как я заховал имя Твоей святости, был завжди памятный Твоей ласки, и жил уже не для себя, а не для Тебя, нашего владара и доброчинца. И закончивши это житье в надее життя вечного, досягнув неприминального супокою, где безупинно чутный голос святых, и пануя вечна радость Ты, что оглядают и указывают красу твару Твоего. Вот и соправдное ожидание, и невыказанная радость Ты, что любит Тебе, Христе Боже, и Тебе все створение Твоей славу, просущие веки. Аминь. Всемогутный, справедливый Боже, Ты не хочешь смерти грешника, а лишь ожидаешь, как навернулся и был живым. И яки послал для нашего избавления единородного Сына Твоего, яки нам наказал: просите, и будет дадено вам, шукайте и знойдете, стукайте, и отчинить вам. Да Тебе пропадаем с крушливым сердцем, и слезни молим Тебе, не суди нас, але милостиво отверни от нас праведный гнев Твой, и сутишь смертоносную пошесть, что в этот час род людский дочасно не грешимся че. Змилуйся над нами, Господи, змилуйся над нами, избавь людей Твоих, как жили здоровыми по воде Твоих приказаниям, и прославляли имя святое Твое. Заступись и заховай от этой трудной пошести нашу батьківщину и наш народ, урад и всех, что стерегут целость и спокой нашей краины. Выбавь этот город и все города и вёски. Змилуйся на ветах жить, что терпят от этой хворобы. Подними их с Божьей немощи и дай им здоровье души и тела. Души ж ты, что от этой хворобы право веры надею воскресенье уже сообщили. Супокой святыми Твоими, где нема ни боли, ни суму, ни плачу, а лежит все без конца. Молитвами на Святейшей Богородице и за всюду Девы Марии, заступницам святых бестелесных сил и ангелов охотников, ласковый человеколюбством единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належится всякая слава, пошана и поклонение, разом за вечным Твоим Отцом и с святым добрым животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь.